Рахмон отправился в Санкт-Петербург на встречу глав государств СНГ, а Садыр Жапаров не будет участвовать на встрече. В МИД Таджикистана отреагировали на высказывание пресс-секретаря МИД Кыргызстана Чингиза Кустибаева о награждении Рахмона ордена. На известного имам-хатыба мечети города Куляба напали с электрошокера. Власти Ирана организовали проправительственные акции в Тегеране. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня утром отправился с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ. Его сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица. Об этом сообщает пресс-служба президента. Напомним, саммит пройдет в день рождения президента России Владимира Путина, который отмечает сегодня свой 70-летний юбилей. Президент будет работать в Санкт-Петербурге. Целый ряд телефонных разговоров международных. Мы будем вас информировать. И также в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств-участников СНГ. Сообщил об этом пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков журналистов. По словам Пескова, встреча пройдет в Константиновском дворце. Пресс-секретарь главы российского государства назвал ее очень важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ. Об этом сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что главы стран СНГ поздравят Владимира Путина с юбилеем, так как знакомы не один год. Прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом 28 декабря. Между тем, как передает 24.кг, президент Кыргызстана Садыр Жапаров не поедет на неформальный саммит глав СНГ. Официально в пресс-службе главы государства комментариев по этому поводу не дают и причину не называют. 24.кг пыталась связаться с пресс-секретарем президента Эрбулом Султанбаевым и главой пресс-службы Даирбеком Арунбековым, но оба оказались недоступны для комментариев. Считая подобные высказывания неприемлемыми и не отвечающим принципам дипломатической этики, которые угрожают стать необратимыми. Налицо яркий пример отвратительного нарушения достигнутых договоренностей, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади в ответ на высказывание пресс-секретаря МИД Кыргызстана Чингиза Кустибаева о награждении Эмомали Рахмона орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени президентом России Владимиром Путиным. Отмечу, что не раз на переговорах кыргызская сторона поддерживала предложение таджикской стороны о недопущении провокационных высказываний и односторонних обвинений в информационном пространстве. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что МИД Таджикистана не намерен комментировать высказывания и действия руководства Кыргызской республики, так как нацелены на мирное урегулирование любого конфликта, говорится в публикации. Он предположил, что кыргызские чиновники своими провокационными высказываниями хотят заработать очки. По его словам, парадоксальным является и тот факт, что позиционируя свою страну как островок демократии и свободы слова в Центральной Азии, власти Кыргызской республики ограничивают доступ к новостным и государственным веб-ресурсам Таджикистана. При этом, по данным Самади, правозащитные международные организации не выступили в защиту свободы слова и СМИ в Кыргызстане, а также не осудили такие действия кыргызских властей. Пресс-секретарь МИД Кыргызской республики Чингиз Кустибаев на своей странице в Facebook написал, что награда нашла своего виновника. Помнится, президента Таджикистана уже награждали в прошлом году за развитие дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между государствами сразу после апрельских вооруженной агрессии против Кыргызстана. А вот и очередное награждение орденом России за заслуги перед Отечеством третьей степени, так еще и в обеспечении региональной стабильности и безопасности, написал он. По его словам, это награждение вызывает обоснованное недоумение. Юбилей юбилеем, но факты остаются фактами, а этот шаг явно не соответствует тому, что мы видим на кыргызско-таджикской госгранице, написал Кустибаев. На известного священнослужителя и имам-хатыба соборной мечети города Куляба Мулло Хайдара Шарифзуда было совершено нападение с электрошокером.
76-летний священнослужитель сообщил 6 октября, что подвергся нападению на прошлой неделе во время намаза джаназа. В МВД по городу Куляб сообщили, что личность нападавшего установлена, он страдает психическим расстройством. Будет ли по факту нападения на священнослужителя возбуждено уголовное дело, неизвестно. Также неизвестно, будут ли задержаны и допрошены спутники нападавшего. Их, по словам священнослужителя, было несколько человек. Мулло Хайдар Шариф Зуда говорит, что близкие задержанного пришли к нему и попросили прощения. Власти Ирана организовали проправительственные акции в Тегеране, в то время как по всей стране уже почти 3 недели ежедневно проходят масштабные антиправительственные демонстрации. Об этом сообщает телеканал Аль-Джазира. Как уточняется, проправительственные акции были анонсированы через государственные СМИ и массовую рассылку текстовых сообщений и должны были осудить недавние беспорядки и преступления бунтовщиков. 6 октября стал 20-м днем непрерывных антиправительственных демонстраций, охвативших Иран после гибели 22-летней девушки Махси Амини из западной провинции Курдистан после задержания полиции нравов за неподобающее ношение хиджаба. Многие акции иранские силовики пытаются жестоко подавить. Девушки и женщины, участвующие в антиправительственных демонстрациях, скидывают и сжигают хиджабы.